Александр Сергеевич Пушкин, вспоминая свою поездку в Эрзурум в 1829 году, пишет: «Славный Бейбулат, гроза Кавказа, приезжал в Эрзурум с 2 старшинами черкесских селений, возмутившихся во время последних войн. Они обедали у графа Паскевича. Бейбулат – мужчина лет 35, малорослый и широкоплечий. Он по-русски не говорит или притворяется, что не говорит. Приезд его в Эрзурум меня очень обрадовал. Он был уже мне порукой в безопасном переезде через горы и Кабарду. Радость, которую испытал Пушкин приезду Бейбулата, показывает, как сильно поэт уважал его. Также у Михаила Лермонтова читаем: «И часто, отгоняя сон, глухую полночь смотрит он, как иногда чеченец через терек плывет на верном тулуке, бушуют волны на реке, в тумане виден дальний берег». В этом стихотворении говорится про нападение Бейбулата Таймиева на казачий пост. Осенью 1802 года с группой в составе 7 человек Бейбулат перебрался на надутых козлиных тулуках на левый берег терека. Напал на казачий аванпост дозорно, отомстив тем самым за своего убитого друга. Затем он захватил оружие, поджег казачий картон и перебрался тем же путем обратно. Еще молодому Бейбулату этот поступок дал имя отчаянного обрека. Российское командование своих приказов по действующим войскам писало: «Неизвестный злодей-чеченец Бейбулат, переправившись через терек, учинил большое злодеяние, за что мошенника надлежит изловить». Бейбулат Таймиев был достойным сыном своего народа. Он был уважаем не только среди своих соплеменников, но и среди врагов.